Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны и человечества темах и встречаемся с людьми, которым, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. Сегодня у нас в гостях впервые украинский писатель, волонтер, ветеран войны с Россией Мартин Брест. Привет. Привет. Рад тебя видеть. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Мартин Брест — это псевдоним. На самом деле зовут Олег Болдырев. Но, как я спросил перед эфиром, все равно как называть. Буду Мартином тогда. По-моему, меня и жена уже Мартином называет, поэтому я думаю, норм. Очень смешно, что когда заходишь в Википедию, ну и, как всегда, ищу биографию, да, на Мартина Бреста ищется американский режиссер и сценарист, причем ныне живущий, родившийся в Бронксе и что-то там снимавший. Я, правда, не успел прочитать, что. Это в честь него? Нет, это сложнее Рассказывай. немного. В честь него назван персонаж фильма «Достучаться до небес», которого играл Тиль Швайгер. Прекрасный. Мартин Брест. А я уже, в общем-то, выбирая себе псевдоним, условно говоря, для Фейсбука, вот, написал там Мартин Брест. А потом уже и не менял. Это было еще до писательской всей истории, да? Так точно. То есть это не литературный псевдоним, просто так Нет. получилось. Ну, уже потом надо было писать на книжке Мартин Брест, потому что... Или менять имя Олег на Мартин. Но я что-то не пошел по стопам. Вот, и поэтому по паспорту Олег на книжке написано Мартин Брест, хотя там потом в скобочках, знаешь, как всегда, мелким шрифтом Мгм. Олег Болдырев. Ты сначала был волонтером после войны, после начала войны, потом в 15 году попал на фронт, а на фронте позывной тоже был такой, да? То есть это уже на всю жизнь. Мартин Брест, да, и там в рации как бы Мартин Брест. Вчера... Самое, прости, пожалуйста, самое смешное, что напротив нас стоял тогда 8-й отдельный мотострелковый батальон, в котором был один из командиров, у него был позывной Брест. Мы периодически по рации там слышали. Вот. Кем ты служил, где воевал? О, прямо этот... Ну, я сейчас объясню. Наверняка ты много раз все это рассказывал. Просто аудитория... Нет, кстати. Да? Ну, тогда тем более. Просто аудитория АТР — это аудитория АТР, это оккупированный Крым. Нас смотрит очень много. Да, ну, как бы наша главная аудитория. Ну, и вся Украина, кстати, тоже. А звонят нам из Австралии, из Германии, откуда угодно. То есть люди могут просто не знать, поэтому рассказывай. Доповедаю. Я попасть на фронт, на войну была целая военная операция, на самом деле, потому что я успел вскочить в уходящий поезд мобилизации, попал в 6-ю волну, ну, там на стыке 5-й и 6-й, попал в 6-ю. И тогда уже не было такого, я хочу пойти туда. Ну, учебка, 1,5 месяца околачивания груш, там чему-то попытки, нас честно пытались чему-то научить, но не всегда получалось тому, чему надо. Как бы. Ну и в тот момент в стране не нужно было 1500 связистов. Вот. А я хотел попасть в определенный абсолютно батальон к определенному командиру. Вот. И для того, чтобы это сделать, мне помогало огромное количество людей. И именно благодаря этой истории я в учебке впервые в жизни увидел, что такое нормальный, настоящий украинский офицер. Потому что, знаешь, до войны, ну, мы вообще не думали про армию. Что такое армия? Кто-то ходит, там едет в троллейбусе солдатик, да, в дубке. Вот. А как-то с начала войны, ну, в моем мире, неправильно, в фейсбучном неправильном мире, как-то так повелось, что очень мало было положительных эпитетов со словом «офицер». Почему-то, не почему-то, а по неопределенным причинам, вот, ну, вот не очень. До военной формации офицеры это были часто и густо, представлялись люди как не самые качественные. Да? Вот. И я шел в учебку не то, чтобы понимание о том, что офицер это плохо, нет, как бы, но я ожидал подсознательно от них какой-то подляны. И я там познакомился с совершенно шикарными мужиками, такими, знаешь, ну, я бы не сказал, это военная порода, это такие вот люди с настолько интересным чувством юмора и совершенно непробиваемой самоуверенностью. Вот просто вот Они из старых как офицеров скала. были, да? И они довоенные. Это вот на самом деле благодаря именно таким офицерам, и была возможность вообще призвать мобилизацию. И к чему-то хотя бы научить, что-то как-то они возглавляли, они резко подросли в чинах и званиях, и в тот момент, в 2014-2015 году, они возглавляли различные там организмы, их выдвигали, потому что они были нормальными.
Вот. И я безумно благодарен, потому что чисто с моральной точки зрения я в учебке научился ставить себя на место своего командира. А это многое вот в армии, ну, это многое в армии объясняет. Ты начинаешь немножко по-другому думать. Если ставишься на место командира, смотришь на себя его глазами, то на самом деле командиру похрен, насколько хорошо ты пишешь в Фейсбуке. Ему важно, какой ты сержант. И что у тебя порядок на позиции, люди нормальные, живые, не бухие, службу несут, не залетают, и самое главное, живы та не ушкоджені, ну а втраты майна уточнюються. Вот. И вот это было прям... Я с учебки как бы начал. Мне всегда, честно говоря, везло с командирами. Вообще до войны ты был абсолютно мирный человек. Я айтишник. Айтишник из Горловки. Так точно. Родился в Горловке и вырос там. Родился, вырос, потом переехал сюда учиться, а после учебы остался. Первая вышка у меня КПИ. Как ты ощутил потерю Родины? Хотелось что-то сказать, какую-то метафору сейчас. Не успеваю. Я сержант все-таки, я не полковник, я не успеваю так быстро говорить. Мне надо сначала придумать. Вот. Прости, я не мог не пошутить. Плохо тебе писать это, да? Вот. Как я ощущаю потерю Родины? Смотри, в Горловке на окраине возле Курганки есть кладбище, на котором похоронены моя бабушка, мой дедушка, моя вторая бабушка, точнее, моя двоюродная бабушка. Вот все, это, вот знаешь, это пятнистое кладбище, когда ты идешь, там могила твоя, там могила. И когда ты приезжаешь на гробки, у нас говорили гробки, вот, нужно сходить и туда ж там посыпать, там прибрать, туда сходить, там все сделать. То есть ты полдня на этом кладбище проводишь. И вот это кладбище, но в 2015 году ее перерыли градами. Наши работали, и как бы позиция рядом была, и это просто перемешано. То есть я с ужасом понимаю о том, что сейчас всего это в моей голове, это все это есть. Поэтому в моей голове внутри Горловка все еще наша. Там все еще есть это кладбище, все еще есть бабушкина вот эта вот черешня, на которой я учился читать. Я залезал, открывал книжку, хавал черешни и читал, как бы, ну, пытался, по крайней мере. А дом остался там? По Google Maps, да. Так не знаю. Я не знаю, кто там живет. А кладбище вообще физически нет? Ну, там частично оно. Вот там, где были могилы бабушки и дедушки, что-то мы так прямо начали минорно с тобой. Ну, это честно, на самом деле. Я без сценария. Там, где были могилы бабушки и дедушки, там как бы уже их нет. Ну, просто ты сказал то, я об этом тоже думаю. У меня же тоже в Крыму бабушка, дедушка, дядя похоронены. Там, правда, не было обстрела, но я так же, как ты, не могу туда попасть. Мы не можем попасть, но мозгами мы не можем расстаться с этим. Я не могу расстаться с этим местом. У меня в мозгах, ну, я все еще могу поехать, собственно говоря, к моей сестре в Феодосию, и я все еще могу поехать в Горловку на могилу для того, чтобы прийти и сказать: ну давай, достать тяпку и начать убирать там, тряпку убирать на могиле. То есть вот это совершенно бытовые вещи такие. Желаю тебе быстрее достать тяпку. Спасибо тебе тоже. Я напоминаю, что у нас прямой эфир, вот самый прямой, какой только может быть. Есть телефон, есть Viber на этом же номере, есть даже Skype. Можете звонить, говорить, кто вы, откуда, и задавать вопросы Мартину Бресту прямо вот здесь и сейчас. Пользуйтесь этой возможностью. Теперь про Крым. Ты упомянул сам про сестру. С Крымом что связано? Как у большинства людей, поездки. Смотри, Горловка от Киева не сильно отличается. Люди немножко отличались, Да потому ладно, что... ну как Горловка в Киеве? Ну, вот поверь, я ездил, я же метался туда все время учебы, я постоянно Донбасс, Киев, Донбасс, Донбасс, Киев. А когда приезжаешь в Крым, это немножко другая планета уже. Это вообще, ну то есть невозможно спутать вид в Крыму, даже если не на море. Это да. Спутать с видом под этим. И ты едешь туда уже в более зрелом возрасте, ты понимаешь, что ты едешь на другую как бы планету, но это все равно твое. И ты понимаешь, что ты живешь в очень богатой стране на самом деле, где есть там медведи на севере ходят по лесам, а на юге при всем при этом Медведь-гора вот эта вот, которая просто, ну, вот красивая. Хотя, ну, она должна меня оставлять была равнодушным, но меня не оставляла равнодушным. Ну, Крым — это вообще идеальная киностудия. Еще когда снимали, ты же знаешь, может быть, знаешь, может нет, что эти фильмы про Дикий Запад, например, «Человек с бульвара Капуцинов», там, ну, где вот эти виды каньонов, да, прерии, каньоны. Все в Крыму. Они снимались всех под Карасу-Базаром.
Это сейчас называется Белогорск, это родина моей семьи, откуда ее депортировали когда. Вот, и там вот эти виды, там это Кая, белая скала, вот это как такая, не знаю, как корабль такая, да, отвесная. И там, но там в Крыму же не только все климаты есть, кроме тропиков и экваториального. Там же еще и виды разные. То есть от степи, да. То есть это Ну, когда едешь на машине, ты все это, ну, не все это, часть этого проезжаешь. Это очень прикольно, кстати. Крымскую дорогу, кстати, я никогда не мог с ней спутать. Вот 12 часов там тулишь из Киева в Крым, и вот дороги примерно один, то есть асфальт внизу, как бы небо наверху, логика, дорога нормальная. Дороги после, ну, после Джанкоя уже ты не спутаешь с дорогами на предыдущей части Украины. И это было, знаешь, Крым был для нас всех приключением. Это не просто поехать, это сейчас мы с тобой можем поехать в отпуск в Турцию, да, в принципе, съездить, посмотреть, а мозгами не уехать никуда. А приключение это когда у тебя и мозги вырвались из Киева, и ты там вот в этом приключении. Это было приключение. И именно этим он мне, как-то пытаюсь подобрать слово, знаешь, чертов писатель, да, а слов подобрать не могу. Я хочу сказать, что этим он был ценен, дорог. Очень. Это было для меня приключение. И вот представь, у тебя на каком-то этапе своей жизни, ты уже давно вырос, ты уже эти приключения как бы, ну, съездили, хорошо, молодцы, но я же в детстве тоже ездил, да, детские лагеря, я у меня в лагерях постоянно был, боже, я до сих пор это помню. Это было прекрасно. Тогда было кошмар, сейчас вообще огонь. И у тебя берут и забирают этот кусок. Не Крым сам по себе, а твой кусок детства, придумал. Когда деревья были большие. Они пришли, как, знаешь, как тут другого слова, чем фашисты нельзя сказать. Они пришли и тупо отняли мой кусок детства. У кого-то кусок детства, у кого-то кусок малой родины, у кого-то что. Но, знаешь, иногда, ну, часто достаточно люди это говорят, они говорят это от души, но мне, как крымскому татарину, это ухо режет, да. Вот Крым — это чебуреки, значит, там пахлава, там вот это все дела. На наш народ как будто не замечали, очень долго не замечали. Сначала вот как возвратились, моя бабушка, дедушка, мои родственники и друзья, ну, понятно, все вернулись, 88-й, начало 90-х годов, самая массовая волна, потом тоже, да. Вот. А когда ты впервые узнал, увидел крымских татар, заинтересовался тем, что это за народ такой, почему Я он расскажу коренной тебе народ? сумасшедшую абсолютную историю. Это, я помню ее, помню до сих пор, и она ненарочная такая. Послушай, я всегда был смуглым. Ну, это я сейчас не очень смугло. А так я, ну, постоянно летом смуглым. Ну, как и меня Пушкин. таким же смуглым, не настолько, конечно. Хотя, Мы его не видели. И меня привозят вот такого уже подсмуглевшего, набегавшегося во дворе бабушки, привозят в Крым, я только не помню куда. Я был маленький, мне было лет 9. Вот. И отдают в лагерь. 89 или 90 год. Меня отдают в лагерь. Ну, как тогда было принято в Советском Союзе? Привезли дитё, в лагерь отдали, сказали пока, телефонов нет, и уехали, будем через 2 недели. А через неделю заедет крестная, тебя проверит, он же живой еще, комплектный или нет. Я приехал туда, мы жили в домиках, ну, там где-то на море было совсем недалеко. Мы жили в домиках, там было вот такое не то, что огромный корпус бетонный, а так вот домики, заросли, кипарисы все. Вот. Мы жили там, и в домике напротив жила компания крымских татар. Ребята вместе жили, человек 5. И они пришли ко мне и говорят, ты наш. Я говорю, не, я с Горловки, я с Донбасса. Те говорят, ты просто не знаешь. Иди сюда, будешь дыню. И они меня кормили 2 недели вот это вот. Я кушал дыни, арбуз, я кушал все там реально. Ты, говорит, наш. Я говорю, ну ладно, я ваш. Вот, пошли с нами. Они меня всегда таскали. Они были очень, вот интересно такая была, дружелюбные, но при этом переборчиво дружелюбные. То есть вот человеку это не посчитали, вот. Ну, жизнь научила. Вот. Да. Ну, я говорю то, что было. Я не пытаюсь там сгладить или наоборот похвалить. Или нет. Я был то, что... Вот они вот так. И я помню, что он подходит и говорит, ты наш. Я говорю, нет, пошли. Они Будешь тебя дыню? никак по-крымско-татарски называли тебя, нет? А я не помню. Слушай, ну это мне уже 40. Ну, правда, похож, если дня честно. буду. Ну, то есть, грубо говоря, понимаешь, вообще стереотип, что крымский татарин должен как-то выглядеть, он вообще такой странный, потому что у крымских татар 3 субэтноса,
и две расы в одной нации. Ты понимаешь, что, в принципе, 84% населения России считают, что крымский татарин, он до сих пор сейчас, в 2020 году, это бусурманин с вот такими вот глазами, с саблей и в такой шапке остроконечной, и обязательно мохнатая лошадь рядом. Ну так, на тебя похож, только на лошади. Только на лошади, да, и как бы такой. И усики такие, знаешь, как в каждом кино всегда такие есть усики такие. То фигня, что это казахи, ну ладно, как бы. И такие усики. Этот татарин, он, значит, эй-эй-эй, щик-щик-щик, а потом пришли русские богатыри и всех спасли. И вот они в 2014 году пришли, вот, только оказались не богатыри, не спасали. И, собственно Русские говоря... упыри. Им больше подходит, да. Ты написал 3 романа. Виноват. Ничего страшного, бывает. Это «Пехота-1», «Пехота-2», «Пехота-3». Креативная. Такая креативная, такая фантазия у автора. На самом деле не да? совсем. Так, вторая книга называется «Сбройники», а третья называется «Терриконы». Вот. Ну, но почему «Пехота-1», «Пехота-2» это коммерческий, чтобы люди помнили, что читали? Нет, потому что все 3 про пехоту. Как бы, и все герои, они есть во всех 3 книгах. Вот, и фактически второе продолжение первого. Ну, это эпопея, так называемая. Технически говоря, да. Хотя каждый из них можно считать по отдельности, вот, но можно как трилогию читать, вот как садишься там, как бы, и читаешь подряд это дело. Сейчас очень плохо с книгочтением, честно говоря, везде. Вот, я знаю, как люди бьются за то, чтобы их книги печатали. Потом, когда ты добьешься, чтобы их напечатали, их нужно добиться, чтобы их продали. При этом с себя сдирают чуть не 80% денег. Да? И автор 80% получает... это очень по-божески. Да, то есть автор получает мало. В среднем 3-4%. Ну, в общем, это не времена Гоголя, когда Гоголь мог в Риме жить и издавая, так сказать, в Петербурге «Мертвых душ». Да. Ну, да. Как бы... Я не думаю, ты понимаешь, во времена Гоголя это люди еще меньше читали. Просто была прослойка, которая читали 8 книг в год, а была прослойка, которая читали в год только церковные ведомости, потому что читать не умели, бы это крестьянство было. Вот. А у нас сейчас в среднем читается, где-то недавно видел исследование, 2,5 книги в год. Но попасть в эти 2,5 книги, попробуй попади. Да. Невероятно трудно. 2,5 книги в год. Немцы забили тревогу. У них упало количество до 6,5. Они забили тревогу, не читают люди. Нужно что-то по этому поводу делать. Они начали, представляешь, эти сволочи, да? Они настолько как бы впечатлились этой цифрой, что они започаткували какую-то державную программу по там привлечению чтения в этом. Они в этом плане серьезные. То есть, что они делают? Эти гады играют в долгую. Они, когда думают про какие-то госпрограммы, они думают на 10 лет вперед. Потому что именно через 10-15 лет вырастет то поколение, которое сейчас не читало, а потом не придумает новый самолет. И не сделает новую машину Volkswagen, которая порвет продажи по миру. Они думают деньгами, но думают наперед. То есть у них, понимаешь? А у нас в нашей стране граница год. Хорошую тему подсказал. Вот, например, про трусов сегодня мне коллега рассказал про турецкий подход, например, к сельскому хозяйству. Вот у них, если, допустим, перепроизводство, да, чего-то, то государство скупает лишний урожай, чтобы компенсировать, ну и так далее, и так далее. Но зато эти люди потом 9 лет нормально работают, один неудачный год, а остальные годы все сохраняется. Да? Почему у нас во всем? Начиная от политики, от чего угодно. Горизонт планирования действительно 1 год. Боюсь, что и меньше еще. Я общался с чиновниками, с некоторыми, и мне кажется, что они 3 месяца свою жизнь расписывают. Прости, у меня второе образование экономическое, поэтому у нас как бы в стране горизонт планирования год. А в стране у тех специалистов, которые есть. Я всех к спецам не отношусь, но есть спецы, которые... У них горизонт, они говорят, слушай, Мартин, нельзя дальше. Ну, просто поверь мне, как бы нельзя. А горизонт планирования политиков, а именно политики определяют правила игры тех же экономистов, он не годичный, он на каденцию. И теперь вспомни, сколько раз у нас Кабмин. Я работаю в ДПшке, которая подчиняется МОЗу. У нас за этот год уже 4-й министр, понимаешь? Да. Они мыслят каденциями. А когда человек мыслит каденциями, уволят меня или не уволят, ему очень тяжело думать на десятилетия вперед. Думаешь, вот как, я себе представляю, просто правительство уже менялось, я с кое-с кем из того правительства знаком был, с кое-с кем из этого знаком, но просто я вот помню, они полгода, по-моему, продержались, 9 месяцев, может, я не помню. Правительство вот уряд полгода. Уряд первый, да? Да, я вот думаю, ты пришел в кабинет, да,
И у нынешних ощущений, ну, у многих, наверное, тоже такое. Ну, в общем-то, могут в любой момент попросить, да, оттуда. А вот как в таких случаях работать, как строить жизнь страны вообще, если у тебя чемодан собран с вещами? А понимаєш, що міністерство, а це центральний орган виконавчої влади, що регулює державну політику в певній сфері. Ну да, культура там не А важна. когда мы говорим экономика, такие да. слова «державна політика в певній сфері», то это тебе не быстрая программку 579 намутить. Это, приведу пример, набитый оскомину. Пример, ну, ты как бы скажешь, что я 100% прав. Супрун. Да? Ну, да, яркий пример, да. Да, ее программа, по нашим предположениям, была рассчитана примерно на 6-7 лет. 6-7 лет. А она проработала 3. Ну, то есть вот, на 6-7 лет. И ни один уряд 6-7 лет не работает. То есть нам придется диктатуру вводить для того, что... Поэтому для этого в просвещенных странах, цивилизованных, есть так называемый transition book. То есть да. старый министр подготовил серьезнейший документ, который передают новому и говорит: давай, садись, я тебе сейчас все расскажу. Мгм. Вот. Нужно делать вот так, вот так, вот так, вот так. И вот тогда мы добьемся того, 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 того. Потому что предыдущий думал на 6 лет вперед. Transition book, который я просто возле МОЗа, понимаешь, как бы я И болтался. как он выглядел в этом случае? Это кипа документов была. Она была в электронном виде, она была это дело. Он готовился, Супрун готовила его, ну, не она сама, как бы команда, готовила как минимум 2 месяца. Мгм. То есть еще шли переговоры, оставлять ее или нет, она уже готовила transition book, как бы, да, то есть это говорит человек, что человек планировал... Ну, это минимум западная 2 месяца. культура, я прошу прощения. Да. Понимаешь? Ну, И все, как бы. И вот я предполагаю, что он так где-то и лежит. это Вот так. ты по тому, что происходит в работе министерства. Так точно. Ну, то есть где-то он там лежит дальше. Ну, может, до кого-то долежит. Ну, значит, мы в сторону ушли. Вернемся к книжкам. Вот нас смотрит определенная аудитория, может быть, не самая большая в Украине, но точно самая политизированная, самая общественно активная. Это я знаю по нашей аудитории, именно такая. То есть это прямо твоя аудитория, вот 100% твоя. Да? Как бы ты рассказал этим людям о своих книгах, об их смысле, об их героях, чтобы они почитали эти книги? Мой интерес состоит в том, что эти книги еще и про войну, о чем нужно читать, писать и так далее. Я замолкаю. Через 10 лет окажется, что нас там не было. Что воевали какие-то другие люди, и великие полководцы двигали танковые клинья. А где-то внизу, возможно, кто-то был. Но точно не мы. Через 15 лет окажется, что и война по-другому шла. А через 20 лет, что и войны самой не было. А мою книжку хера не выковыряют 22 тысячи экземпляров. То есть ты Никуда не пишешь идет. и в том числе для того, чтобы... Я пишу... Это одна из причин. Мне ее подсказал мой друг Сергей Сергеевич, который тоже написал несколько книг, и великолепный автор. Был тут. Вот, огонь. Вот. Он сказал мне: пиши, братик, бо нас там не было. Я говорю: так ладно, нас там не было. Он говорит: не-не-не, ты не понял. То, что тебя не было там, мне пофигу. А твои пацаны, они как бы нет? Я такой: ого. А они типа, ну, ни о чем То есть ты были. пишешь для того, в том числе и за пацанов. Короче. Я хочу рассказать. У меня есть цели, знаешь, как бы ближние, средние, дальние. Я себе абсолютно четко, честно ответил давно на эти вопросы. Зачем я пишу, почему я пишу, сколько я буду писать и так далее. Доповедаю. Все, я молчу. Это был ответ на вопрос, почему я пишу. Потому что нужно говорить правду. Потому что эти люди живые служили вместе со мной. И эти люди, с которыми, поверь мне, Эйдер, ты бы не поздоровался никогда в жизни. Они когда с тобой общались, ты бы захотел либо зарядить ему, либо развернуться и уйти. Потому что жуткие, неприятные сволочи. И только прослужив с ними какое-то время, ты потихоньку, случайно начинаешь понимать, что это, падла, самые лучшие люди на планете. Это вопрос, почему я пишу. Зачем я пишу? Потому что через 10 лет окажется, что нас там не было. Вот. Через 10 лет окажется, что мастера, что Ваханыча, что всех моих пацанов, командира Васю Коряка там не было. Там были какие-то другие люди и что-то делали другое. И мой глобальный план, не то чтобы план, но это очень так, прям вот я на себя взял, так знаешь, корону примерил.
Смотри, есть книжка, и она через 10 лет будет стоять на полке. Это стоять все, стоять, стоять. Кто-то когда-то купил и поставил. И вот через 15 лет, допустим, придет ребенок какой-то, который вообще родился сейчас, и скажет: папа, что это такое? Типа, я тут все перечитал, весь интернет уже перечитал, все инстаграмы отлайкал. Что это за хрень? Слушай, когда-то купил книжку, нормально чувак наваливал там, типа, про то, как мы воевали, там, папка, что же у тебя, значит? Почитай возьми. Да я бумаги не люблю, да почитай возьми. Он возьмет и почитает. Во-первых, мне нужно будет 4 минуты. Мне нужно, чтобы человек 4 минуты читал мою книжку. Через 4 минуты он либо останется там, либо он закроет, и не его, как бы. Останется там. 4 минуты я затяну в свою голову, в свой запах, в свои уши, в свои глаза, вот эти вот близорукие, в свою шкуру, вот эту потную кожу, понимаешь, и ветер. Мне нужно его затянуть туда, человека. Я так вот стараюсь так писать, чтобы мне было интересно, чтобы я чувствовал это. В себя я затягиваю. А во-вторых, он начнет читать, и оставшись в этой книжке, он дочитает до 396 страницы, закроет обложку. Это будет 100% однозначно наш человек. Поэтому книги — это жуткое оружие, которое работает в долгую. А русская литература — это оружие? Конечно. Доповедаю голосом через рот. Прости, я говорлив, но уж редко бывает такая славная компания, как бы, чтобы... Да нет, я люблю говорливых гостей. Можно отдохнуть. Значит, во-первых, в России есть государственная программа поддержки военных книг, которой у нас нет. То есть там, грубо говоря, за вот эту вот всю литературу, которую... Они же тоже пишут про на Донбассе. Там эту пропаганду издают такими тоннами. Так точно, там издают. Во-вторых, на данный час мы маємо чуть больше 100 книг, написанных военными про нашу войну. Я это знаю, потому что я один из зачинателей тем под названием «Ветеранский намет». Ну, ты всю спільноту ветеранскую пишущую знаешь. Да? Ну, не всю, но мы почти все стараемся привлекать людей. И мы организовали площадку, в которой мы бесплатно как бы для себя продаем книги ребят. Для того, чтобы они писали, издавались, получали за это свои деньги, понимали, что это нужно. Снова писали, развивали. Привлекали многие. Мы начинали, когда нас было... Я начинал, нас было 20 с чем-то военных авторов на всю страну. Сейчас много, больше 100. Это очень круто. Больше 100. Да, я очень впечатлен этой цифрой. Вот. Мы были самой продаваемой точкой на книжном арсенале в прошлом году, самой продаваемой точкой на Днепровском букспейсе. И больше всех продали на Львовском форуме. Вот. И я горжусь этим. У меня самое лучшее. Люди там такие, что им надо просто не мешать. Это я говорю, типа, я молодец такой. На самом деле это ребята люди, военные волонтеры. Я просто прихожу и говорю: ребята, ну как? Они: уйди, не мешай мне. Иди вот это вот, иди там книжку подпиши. Знаешь, вот. Еще очень круто. Так вот, да. Я хочу сказать тебе про российскую штуку. Кроме того, что там есть госпрограмма, на данный час, нет, не на данный час, соврал, на март месяц 2020 года у них 500 плюс наименований книг. 500 плюс. Все эти книги посвящены войне на Донбассе. Абсолютно разных жанров. И Крыму. И Крыму еще. Перевиранию истории Крыма. Это целая программа была у них. Прям с весны 2014 года. Это еще плюс 200. Сразу теряет. Это еще плюс 200. Точно, вот плюсуешь. От стихов детские книжки и все такое прочее. Там солдатики зелененькие нарисованы с котиками, понимаешь? Вот. И заканчивая вот этим прекрасным жанром альтернативной истории, попаданцами, все. Политический фэнтези на это. Абсолютно все. Весь спектр жанров. Весь спектр. Да. И это не потому, что кто-то захотел написать, а потому, что есть, как хорошо тебе известно, медиа-холдинг «Звезда», да? Госзаказ это называется. И там невероятные деньги осваиваются. То есть, если мы получили с тобой, грубо говоря, случайно в сумке, нет, в рефрижераторе, получили бы их месячный бюджет реально, то мы бы сейчас с тобой свою башню, тут телевышку поставили в Киеве, просто для АТР, знаешь, типа там, она хочется. Вот, и вещали бы в Мурманск. Сумасшедшие бюджеты. Они их воруют сумасшедшие. То есть они 60% просто своровывают. Но на 40 они выдают 500 книг, понимаешь? А мы как бы, у нас такой вот инфовойны в данном, мы не спорим с ним. И ты замечаешь, что в наш простор заходит российский рэп. Йоу, бедный парень с рабочих кварталов. Там. Баста какой-нибудь. Как бы. Извините. Плохо воспитанный сержант. Вот, не полковник. Заходят вот эти вот все российские, как штампы, правильно, нарративы. Хорошее слово, не очень понимаю значение, но понимаю, что это что-то вот
постулаты какие-то. Заходят российские нарративы. И ты знаешь, кошмар ситуации. Мы отвечаем им пока что не на не на госуровне. Государство старается в определенных моментах помогать. Вот тут я не могу сказать. Министерство информационной политики, кстати, помогало. Оно издавало книги определенные, раздавало это. То есть были моменты, и за что я им благодарен на самом деле. То есть тот самый Минстейт, он в этом плане работал. Вот сейчас Минкульт пытается продолжать работать, что тоже хорошо на самом деле. Это прекрасно. Но глядя на их масштабы, даже если их разделить на 6, ты понимаешь, как начинает подкусывать жаба, потому что нам вот это вот ввалить бы, и представляешь, 300, 400, 500 военных авторов. И у меня есть дальний прицел на эту тему. И я уверен, что ты будешь со мной согласен. Когда нас будет 500, среди нас родится свой Ремарк. И когда у нас будет свой Хемингуэй, а нас будут знать во всем мире, как сейчас знают Ремарка, Хемингуэя. Согласен. Во всем. Потому что последняя падла на Камчатке будет читать эти Потому книги. что это живая война, это настоящая жизнь. И через 30 лет мы выиграем эту войну. Понимаешь? Я говорю о том, что мы ее можем выиграть. Мы даже знаем путь. Когда ты читаешь Хемингуэя, ты же ведь точно знаешь, кто были негодяи в Испании, да? А кто хорошие парни. Хотя ты там не был. И если бы тебе сейчас навесили, а война в Чечне, ведь мы с тобой, мы точно были уверены, что чеченцы такие бородатые, вообще негодяи, капец. Я не был. Я был абсолютно, я жил в парадигме этой, да? А вот русские солдаты там молодцы. Потом, когда ты начинаешь спілкуватися с людьми, Самина, когда она еще была жива, мы об этом говорили, и ты понимаешь, все перевернуто на 180. Представляешь, да. А при всем при этом я, к стыду своему, я не читал ни единой чеченской книги про чеченскую войну. Да. То ли они у нас не издавались, то ли черт побери. Бабченко только, он, правда, не чеченец, но он писал об этой войне. Я не читал, к сожалению. Эта книга на 30 языках переведена. Кстати, ее закупили, сейчас была информация, что в числе 3 авторов эту книгу о войне, вот той чеченской войне, закупили для украинских библиотек на украинскую мову. А твои книги есть в библиотеках? Так точно. Минстейси, Минкульт периодически делают, точнее, я не уверен, что именно через них делают закупки в библиотеке. И можно. Примечание. В библиотеке книги находятся недолго. А что с ним происходит? Крадут, что ли? Да. То есть дешевле заплатить за потерянную книгу? Ты знаешь, может быть дешевле, может быть само по себе понятие библиотеки немножко отмирает, да, потому что уже все в онлайне. Мой ребенок, младший, он тыцает в 2 года в этом и смотрит мультики свои. Вот. Может быть, само понятие библиотеки отмирает. Хотя я уверен, что не отомрет. Нет, ты знаешь, живет. Я так удивлен был. Я был такого же мнения, извини, ремарка, но я в нескольких библиотеках был, во-первых, там такие директора и такие сотрудники, которые создают вокруг себя в хорошем смысле слова секту. И вот они приглашают авторов, они там, то есть там реально, пусть, да, там, наверное, детей, конечно, меньше, чем в нашей школе было, да, но все-таки это существует, на самом деле. Продолжай. И библиотеки частично закупаются. Но знаешь, что меня царапает? Смотри, почему люди начали покупать мою книгу «Первую пехоту»? Я писал в Фейсбуке, у меня была там певна кількість підписників, да? Они обо мне знали. Но я знаю еще 10 человек, которые пишут хорошо, мне нравится их читать. Но они как-то по-другому писали в Фейсбуке, не писали в Фейсбуке. Я про тебя в Фейсбуке узнал, например. И они выходят с инициативой, и когда я печатаю тираж там в 5000 экземпляров, да, они печатают тираж в 400 книжек. И меня заело это, потому что мы на этом, если рассматривать с точки зрения экономики, я сейчас, не дай мне обрушиться на издание, пожалуйста, потому что это будет долго. Тебе печатать перестали. Ты запретил мне материться, поэтому короткий рассказ. Вот. Я хочу, чтобы они издавались, потому что на этом, грубо говоря, нише военной книги мы еще очень долго не будем толкаться локтями. Интерес есть. И продажи прошлого года мы деньгами доказали. Ты знаешь, вот когда ты начал сравнивать их подход, а я его застал, я же жил в России до 2015 года, я видел эту атаку, да, когда книжные магазины, такие мирненькие, да, вдруг просто ты заходишь, и по периметру во всех жанровых полках и отдельно посередине лежат вот эти наш Крым, великая там родина русских, там, вот такие вот жанры, да. Потом начался вот эти все прилепенщина начала всякого разного уровня, да, и так далее, и так далее. Но это же понятно, что это макулатуру они производят за бабло.
государственные. Ваше преимущество стоит в том, что вы фактически сами это сделали. И интерес, он не пустой и не случайный. И этот интерес, он более долгоиграющий, более надежный, чем любые забросы такого вот искусственного вида. Да, ты совершенно прав. Действительно, у нас интерес читателя, а там интерес кошелька или бюджета, правильно, да, сказать? Там интерес бюджета. Но если мы говорим сейчас про инфовойну, и ненавижу это словосочетание, точнее это но слово, помогать но надо, это к сожалению, то я тебе предлагаю сейчас пересечь контрольный пункт Шегини, забыть пока. Мы сейчас... Война, инфовойна идет между Украиной и Россией, не в России и не в Украине. А где? А я тебе сейчас докажу, где. Она идет за океаном, она идет в Пиренеях, она идет в Африке, она идет по всему миру. Мы информационно за 6,5 лет последний дебил в России, в Украине разобрался, кто прав, а кто не виноват, а кто виноват. Поэтому сегодня восклицать лицо друг другу, как они могли, они что, не знают, что в Украине надо? Да перестаньте. Ну все уже давно понимают. Ну да, просто все уже заняли какую-то позицию, да, понимают это все. Отстань от людей. Отстань. Они взрослые, они уже все свои ошибки совершают самостоятельно. Мы можем повоевать сейчас немного с тобой за души наших детей. 7, 8, 10, 12 лет, да, 15 лет. У меня много ребят так покупают книги, говорят, подпиши для сына, я через 5 лет ему дам прочитать. Вот, мы повоюем я готов вечно воевать за души наших детей. Меньше русского рэпа, больше нашего. И мы, как ни странно, офигительно бьемся за общественное мнение различных слоев населения в Штатах, в Канаде, в куче А у тебя есть фидбэк оттуда? Да, само собой. Вот, то есть там люди живут, у них тоже есть поток информации, они предпочитают от знакомых ее узнавать, возможно, они прочитали в Фейсбуке, они прочитали в Ютубе, ну, точнее, посмотрели в Ютубе это дело, но они не находятся в нашем, я не знаю, как это правильно назвать, информационный социум такой, ну, который нам все понятно, да, вот нам все понятно, и мы заметили, надо рассказывать. Да, вот то, что ты делаешь, и это очень, очень ценно и очень правильно. Ты не устаешь повторять, казалось бы, для меня очевидные вещи, да. Я на них даже бы не остановился, а ты продолжаешь это делать. Поэтому твоя миссия просветительская, она гораздо круче, на самом деле, вот в современной ежедневной инфосоставляющей. Вот. Мы живем. Но я не хочу драться за волну диаспоры. Нет. Диаспора или за нас, или пофиг. Ну, да, уже 5 лет, 7 лет уже, да. Вот если я спрошу тебя, какая самая крутая, вот подростка спрошу, какая самая крутая армия в мире? Скажут, американцы, конечно. А почему? Да нет, на самом деле, это неправда. А ты знаешь, что на Combat Resolve украинцы практически надирают всем? Только рассказывай, что это такое. Учение в жанре соревнований. Да, там как бы по разным параметрам. Силы, по-разному. Мы постоянно там участвуем, мы постоянно выиграем. Вот, то есть... Но самая крутая армия в Штатах, потому что кино, потому что это... Так вот, наши подростки влюблены грубо говоря, в американскую армию. В спецназ, там все такое. Ты прекрасно знаешь, какая информационная составляющая. Я даже могу тебе рассказать, как американцы, это сделано специально, конечно, как они это добились, конечно. как они, что такое Honorary Doctrine, как я просто изучал эту штуку. Вот. Так вот, подросток в Чикаго, абсолютно англоязычный, абсолютно это. Я себе ставлю, такую масштабнейшую цель. Понял? Он должен полюбить нашу армию. А не должен полюбить, он должен знать, что у нас война, которая его не касается, и он, слава богу, не переживает за нее. Мне не надо, чтобы он переживал. Я хочу просто, что если он слушал слово «Украина», он точно помнил, на чьей он стороне. То есть я единичка, нолик. Да, что у него даже вариантов не было, понимаешь, что вот кто хороший, кто плохой, понимаешь? Все, он был так, я хочу вот в него это вкинуть по возможности, помощью какой-то видеопродукции, аудиопродукции, книги проще всего просто. Книги это проще всего. Вот, потому что, ноутбук уже есть, программа все равно ломаная, да, то есть берешь и пишешь. Кино снять, конечно, гораздо круче, но мы все равно, мы его снимаем сейчас. Ты был на презентации, поэтому прекрасно знаешь. Кстати, почти сняли первую серию, осталось монтировать. Это .0. .0 сериал. Вот. Мы хотим добраться туда, потому что это задел в будущее. Мы забудем это дело, а там люди будут точно помнить, на чьей они стороне. И это выльется и отобьется нашей стране в
тысячи раз, в миллионы. Вот русские что так много денег вкидывают в эту всю вот накачку книжную, литературу, Победобесие, вот да. это, да. Они вкинут, они половину сопрута, то и больше, они вкинут, но все равно количество потраченных денег неизмеримо меньше, чем тот профит, который они получают с этого, оболванивая, ну, обманывая целую страну. Поэтому там сколько ни потратить, все равно будешь в выигрыше. Так вот я, так, что мы не скажем, грубо говоря, людям, живущим вне наших стран, если мы хоть немножечко сможем их сказать, мы из нас, из этого всей херни, нормальные мы good guys, понимаешь? Мы бы повесили звездно-полосатый флажок, как вы. Ну, просто у нас уже есть двухцветный, нас он устраивает, в принципе. А в принципе мы такие же, как ну, уж, мы. по крайней мере, мы не должны себя чувствовать вторичными ни перед какой Да, армией мы не мира, гуки, да. понимаешь? Мы не дикие племена, которые бегают там по Азии. Мы как бы нормальные люди такие же, как и вы. Поверьте, у нас есть герои, у нас есть эти, мы не... Это мы говорим о героике. Ну а в целом, вот как, ну я знаю, что наша армия крутая, много людей знают, но все-таки не все об этом даже думают, да? Вот кроме книг, что надо делать прям пам-пам-пам? Владимир Ильич нам с тобой доповедал лично, что важнейшим из искусств является кино и цирк. Да. Помнишь, да, всю фразу? Да. Так вот, кто мы такие, чтобы спорить с Владимиром Ильичем? Значит, смотри, не надо ничего придумывать, бежать впереди планеты всей или делать что-то, не имеющее мировых аналогов, как мы любим. Для того, чтобы понять, нужно понять, как сформировали американцы понятие самой сильной, крутой армии в мире. Они сформировали это с помощью того жестокого процесса и жестокого инструмента, который работает собака такая всегда. Это то, что делаем сейчас мы. Картинка. С помощью видеопродукции. Да. И поняли они это достаточно давно. У них была проблема. Я вкратце, прости, пожалуйста. Надо остановиться. У них была проблема после 1975 года и после фактически проигрыша в войне во Вьетнаме. Армию покинуло 40% людей. Да. Она подвергалась жесточайшей критике. Даже да. мы с тобой знаем о том, что там ветераны спивались, они оставлялись на улицах. Действительно, как это было, потому что ужасно не менявшаяся со Второй мировой войны политика штатов в отношении своих военнослужащих себя не оправдала. И в конце концов, в конце 70-х годов высокие генералы в Пентагоне поняли, что они остались без половины сержантского состава, с большим некомплектом на низовых должностях. Да. И они, что они сделали? Они играли в долгую, понимаешь? Они заказали исследование. Они решили, что исследование будет продолжаться год или полтора, они за него заплатят определенную сумму денег. У меня даже где-то были выписаны эти бабки, они не запредельные. Вот. Человек, который начал это исследование, сначала это была лаборатория, потом целый центр, институт развернулся, он изучал весь процесс 7 лет. Какую они ставили задачу, генералы? Изучите, в чем проблема, дайте рекомендации. В чем проблема, он изучил достаточно быстро. А потом этот человек в одно лицо придумал рекомендации. Через 7 лет появился документ, который называется Honorary Doctrine. Доктрина гордости за армию. Именно в тот момент они перешли от момента, вот сейчас ты оценишь, від фраз «голі босі», «наші хлопчики повертайтесь живыми» к понятию «если американский солдат — это самый крутой, самый твердый, с самыми большими яйцами». Наша армия сейчас крутая? Да, да. Она круче, чем хочет казаться даже, я хочу сказать. Почему? Потому что крайние 1,5 года свою крутость иногда приходится скрывать. По причине? По причине того, что не совсем понятно, если ты стреляешь в противника, то ты молодец, или ты сейчас за это или сядешь. Ты выговор, да, получишь? Выговор-то еще... Не, но сажать-то не сажали никого. Я просто слышал вот то, что в Фейсбуке понимаешь, я опубликовали. тебе хочу сказать, сажать не сажали, но папочки пишутся и копятся. И наша с тобой запись тоже куда-то ляжет. Поэтому ты не волнуйся. Поэтому я мало говорю. Правильная позиция. Ну ты здесь каждый день, я один раз пришел. Вот. Не очень понятно, как действовать в ситуации, когда тебя ругают за то, что ты отвечаешь на огонь. То есть, послушай, давай так честно скажем, чтобы там не писали в Фейсбуке, какие бы приказы не сдавали в министерстве, там правда это неправда до конца, но если в украинского солдата стрельнут, он выстрелит в ответ. Давай так честно. Если в украинского солдата, в большинство украинских солдат выстрелять в ответ, точнее, буду стрелять, то солдат выстрелит в ответ. Нужно очень четко понимать, что мы всегда даем, весь наш огонь, любой, это ответка. Да. Ответка это на какой? На то, что нас обстреливают. А когда начался первый обстрел?
Он начался в марте месяце в Крыму с гибели прапорщика. Да. Вот это был выстрел, а все остальные 6,5 лет это наша ответка. Поэтому, как бы, давай посмотрим глаза правде. И во время моей службы, сейчас скажу, мы нарушали режим тишины чаще. Вот, поэтому... Всегда же командир решает, на самом деле. По нему стреляют, Нет. не по генштабу же, нет? Не, ну командир, смотря какого уровня, понимаешь. Периодически у комбата под планк, он говорит, так, короче, миномета на позицию. Ну, конечно. И вваливайся. Я потом, если что, скажу. Вот. На данный момент украинская армия, она крутая, действительно крутая, потому что я знаю, ну и ты знаешь, огромное количество людей, которые в них служат. Вне зависимости от того, насколько их кроет зрады, что им не нравится, они остаются все теми же ребятами, которых мы прекрасно знаем, которые хваткие, умелые и за эти годы, ну, нарастившие необходимую мышцу и скиллы прокачавшие. И еще важный момент, который любят забивать. Можно увести мальчика из армии, но армию из мальчика увести нельзя. 150 тысяч оперативного резерва, они же никуда не делись. Мы же все еще здесь. Ну, ты один из них. Мы сидим, да, с тобой разговариваем в студии. Да, хорошо, 3% из нас поехало там в Польшу поработать сезонно. Но мы никуда не делись. Через армию прошло еще плюс 150 тысяч человек, которые находятся в тылу сейчас. Но от этого наши умения никуда не делись. Я могу забыть, какой номер как бы у двигателя моей машины, я даже не знаю этого дела. Но я помню, как выставить на летний прицел на СПГ-9. Вот, все как бы. И нужно понимать, что армия это не только те ребята, у которых есть сейчас оружие. Армия это еще и вот, внутри. Именно поэтому мне не претит слово «ветеран». Да не ветераны как мы. Называть? Я бы сказал, придумал дебильный термин «временно уволенные в запас». Угу. Такое, понимаешь, идиотское словосочетание, но на самом деле оно очень верно отражает о том, что пока не закончилась война, мы мозгами еще немножечко в армии. Вот немножечко в армии. И если произойдет, оно произойдет, то есть более полномасштабное вторгновение, какие-то атакующие действия, то не будет же там криков с шашками по Фейсбуку, да, просто мы позвоним, я позвоню своему там сослуживцу Хьюстону, да, мы все знаем, он вернулся с войны, и вот мы с ним одновременно дембельнулись, и уже 4 года он себе в своем селе копает колодцы, как бы, понимаешь, его вообще это все, ветераны, вот это все, до влады, политика, он повесил свою форму, кинул туда ее, и копает колодцы. Он вообще он невидимый ветеран. Ну, невидимый. Но. Я ему звоню, и он скажет, знаешь, так, и пойдет. Опять, еще раз. Потому что он уже ходил. И он, я же говорю, это удивительные люди. У него логика в голове сворачивается. Я вже сходив, повернувся живым. Эта схема работает. Пішли ще. Слушай, ты упомянула на большом вторжении. И вот писатели обязаны говорить о будущем. Вот ты назвался, и пожалуйста. Не, ну серьезно, это же... У кого еще спрашивать? Вот, людей, которые прокручивают в голове. Я думаю, что... Смотри, я никогда в жизни... Извини, ответ будет разлогом. В 2014 году не мог представить, что мы будем воевать с русскими. Я сам русский. То есть, ну, вообще, как бы... Как? На четверть украинец, как бы, и все. Как? У меня родни там миллион, блин, в Ростовской области. И никогда в жизни. И мы воюем с русскими. Я никогда не думал, что на моей земле какой-то чувак собьет 49 человек, 40 десантников и 9 человек экипажа. Собьет над этим. Над Луганском. Над Луганском аэропорте. И его сбили. Я никогда в жизни не думал, что все развернется так. То есть это доказывает то, что моя чуйка не работает в эту сторону. И я не верю в то, что будет большое наступление России. Почему? Вот именно из-за того, что они знают, что есть эти 150 тысяч парней и еще несколько миллионов. И недавно опрос был, что 60% украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках. Я обалдел. Да. На самом деле. Вот. Мы очень здорово недооцениваем наших людей, хочу сказать. Мы видим идиотов Фейсбука и начинаем растягивать их на всю парадигму. А на самом деле... Ну, Фейсбук вообще искривленная реальность. Да. Ну, ничего страшного, тоже реальность. Я тебя хочу покритиковать. Пожалуйста. Вот вчера, значит, ты в числе других набросился на президента Зеленского за его фотографию. Но знаешь, я же старый журналист, я знаю, как выбирают фото. Да? Это был неудачный выбор фото со стороны тех, кто его выбирал. Это не Зеленский выбирал его. Да? Можно найти фото с любого события, где человек спит. Он будет так сидеть и спит. И сказать, вот проспал все заседание. Но он просто моргнул. Да? И там вот они сидят, сидит президент, Ермак сидит, значит, они с тарелками, а остальным просто тарелки несут. И вот в этот момент фотограф нажал, а через секунду эти тарелки у всех. Да? Нет, через минуту есть другое фото, а там всего одна тарелка.
Хорошо, может, они уже Смотри. доели. А это Итак, вопрос не в том. Я понял тебя. что вы начали его травить? Спасибо. Зачем? Мы их продолжим, подожди. А зачем? Мы еще не закончили. Но это же, понимаешь, когда ты... Доповедаю, потому что... Доповедаю. Потому что человек, вот он не, ну, он верховный главнокомандующий. Безусловно. В армии он самый старший По чин. званию, да. Да, сначала По идут солдаты, сержанты, младшие офицеры, офицеры, старшие офицеры, а потом генералы, генерал не офицер, что генералы, а потом идет вот за генералом армии. Это самое старшее, ну пусть это не воинское звание, но это самый старший человек в армии. Да, конечно. Итак, это самый крупный командир. Самый крупный командир. То есть он уже немножечко в армии. Это раз. То есть не чужой, да, не просто. Ну, свадьбу 15 пришел. часто на фронт ездит. Второе, да, конечно. Да. Вот, второй момент. Тебе принесли кушать, первым поставили с уважением, Ну, это потому так, что ты конечно. старший Всё командир, ты правильно, старший. да. Тебе поставили кушать с уважением. Армейские старшим. правила, да. Поставили, да. Командиру поставили кушать. Да. Ну хорошо, тебе поставили первым, проявили уважение, удовлетворись этим. А то есть надо было подождаться? Сдержи ты 30 секунд своего аппетита, да, ребятам поставят, ё-моё. У меня в столовой комбат не позволял себе, стоя в очереди, да мы понимали, не позволял себе начать есть первый за столом, когда все сидят. Тарелки не стоят. Тарелки не стоят. вот Он мог рассказывать, кого-то там, как обычно, наш комбат должен же поднять боевой дух там, да, вот. Кому-то что-то навалить, там, все такое, но он не воткнет в эту долбанную кашу, эту долбанную одноразовую вилку, потому что если мы сидим все за столом, и вот людям... Я услышал твою логику, я ее Это понимаю. не потому, что он покушал в этом деле, это потому, что, ну, это без уважения, понимаешь, сделано. То есть я себе не в армии, вообще в гостях левых такого не позволяю никогда. Ты не позволяешь себе этого делать. А то сидят два человека и тупо хрючат, понимаешь? Что они проголодались. Да я молодцы, что проголодались. Только вы нужно понимать, вы самые старшие начальники. Все остальные вас стесняются. Все остальные не знают, как правильно с вами поступить. Вы будьте с ними людьми. И тогда, ну как бы, они поймут, ну то есть будьте с ними людьми. Если от тебя зависит, а ведь на самом деле от него зависит судьба каждого военного. Это, Мартин, я твою логику... У нас людей, офицеров увольняют из армии не просто по звонку из администрации президента, а по двум словам, по намеку. Как Ковалева уволили, по намеку. Понимаешь? Но он имел стычку, да. И все эти люди на самом деле, они сидят при очень-очень-очень старшем воинском начальнике. Ну, все, я услышал тебя. это режим барин, Хорошо, понимаешь? Да, я скажу. Наверное, это к армии не имеет прямого отношения. Я просто скажу, что получилось снаружи, как это выглядело, да? То есть вот, да, действительно, логика твоя, я понимаю, действительно, тут есть за что покритиковать, но уж настолько сильно набросились, вот прям вот так сильно, как будто, я не знаю, линию фронта перешел. Но это не стоило такого навала. Стоило сделать там, может быть, замечание по военному, не по военному, но вот когда все пишут, вот, ты там все, там... Просто это такой, знаешь, крики «пожар, пожар, пожар», когда всего лишь спичка там зажглась. Ну, я могу довести, ну, как бы, мое видение, почему так происходит. Почему хейт такой жуткий пошел. Ну да, это же хейт. Вот, хейт пошел жуткий, да. Потому что, когда за Владимира Александровича голосовали люди 1,5 года назад, то ты прекрасно знаешь, что половина армии за него проголосовала. Ну, конечно. Вот. Я знаю даже офицеров и даже героев Украины, 70, которые... и я знаю, да, кстати, вот, 73%. И остальная часть людей с радостью, почувствовав себя элитой, которые не голосовали за Зеленского, с радостью принялось хейтить остальные 73%. Вот мы-то молодцы, мы-то знали, что нужно голосовать правильно, а вы, идиоты, дебилы, проголосовали за Зеленского. Понимаешь? То есть одни сделали выбор, вторые их за это начали пинать, поднимая себя за счет остальных. Может, пора мы 25%. Это задрало еще тогда, еще 1,5 года назад. 25% уже... рассказы про то, что... Так вот, продолжается еще раз с ним. Теперь смотри дальше. 1 минута. Теперь смотри дальше. Проходит 1,5 года, куча народу проукраинского, которая считает Россию врагом, что с ней нужно воевать, и голосовала за Зеленского, поняла, что они проголосовали за него зря. Не потому, что он плохой человек, не потому, что он ничего не понимает в управлении государством. По одной причине. Он хочет отдать нас России. Именно поэтому у него рейтинг падает так, как у Порохова. Ты что думаешь, он правда хочет отдать Россию? Я думаю, у него вариантов не особо Слушай, есть. ну какие, ну вот, ну я не адвокат Зеленскому, и у нас остается там 30 секунд, но я думаю, что он
при всей своей неопытности политически понимает, что в системе отдать России ни для него, ни для тебя, ни для меня, даже до Коломойского, Ахметова и всех остальных игроков политических просто тупо места нет. Там есть свои олигархи, там есть свои... Конечно. Ну, как бы ты сядешь, меня убьют. Ну, естественно. Все, как бы. Не, все в одном лагере будем. Но если не будем сопротивляться, конечно. Будем. Ну, как это? Но если не сопротивляться, то есть, в принципе, палата рядом будут у всех. Вот. Это правда, называется отряд. Отряд называется, да. Спасибо, что пришел. Спасибо тебе большое, что позвал. У нас был Мартин Брест. Читайте его книжки, дарите их детям. Вот. Только не читайте маты из них детям. Вот видишь, нехорошо. А прямая речь. Нельзя выбрасывать слова. Вот. Так люди говорили. Они, писатели, всегда выкрутятся. Смотрите АТР, место, где говорят правду. До встречи каждый день с понедельника по пятницу.